Здравствуйте, уважаемые родители, коллеги! Вас приветствует коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Начальная школа детский сад номер 1 города Воркуты. Мы являемся сотрудниками Республиканского консультационного центра и готовы провести бесплатную консультацию для родителей, законных представителей детей дошкольного возраста. Консультации могут быть как очные, так и дистанционные, по телефону и по электронной почте. По любому интересующему вас вопросу наши специалисты проведут для вас консультацию. Сегодня, уважаемые слушатели, мы предлагаем рассмотреть и обсудить вместе с нами очень важные вопросы о том, как сделать эффективными развивающие занятия с детьми дома, об организации игровой деятельности в домашних условиях и поговорим о создании условий для развития речи детей в домашних условиях. Уважаемые слушатели, в ходе вебинара у вас есть возможность напрямую задавать вопросы нашим специалистам посредством чата. Итак, я предоставляю слово педагогу-психологу нашего учреждения Самцовой Альбине Ивановне, которая расскажет вам о том, как же сделать эффективными развивающие занятия с детьми в домашних условиях. Доброе утро, Альбина Ивановна. Здравствуйте, уважаемые коллеги, родители. Любой родитель, который столкнулся с проблемами в развитии детей, хочет, чтобы игры и занятия были эффективными, был прогресс в развитии и положительная динамика. Мне бы хотелось поделиться с вами несколькими идеями, как сделать так, чтобы занятия и игры в домашних условиях были интересными не только для ребенка, но и продуктивными как для родителей, так и для малышей. Во время занятий с детьми время – это тот показатель, на который нужно обращать внимание. Ведь развивающие занятия можно разделить на две группы. Это вне дома и домашние занятия. Занятия вне дома, то есть со специалистом, регламентированы, четко выстроены по времени. А занятия дома, как правило, имеют не столь жесткую структуру и по времени имеют меньше ограничений, поскольку ребенок и родители находятся на своей территории. Так как каждое занятие регламентировано, вопрос о времени необходимо рассматривать в любом случае, и его необходимо строить в соответствии с тем, сколько минут тратится на то или иное задание или упражнение. Этот показатель тесно связан с контактом и пониманием речи. От того, насколько ребенку интересно, насколько он хорошо понимает поставленные перед ним задачи, зависит продолжительность и эффективность занятия. Эффективность развивающихся с детьми дома, на мой взгляд, иногда может и не уступать занятиям со специалистом. Важно, чтобы эти занятия были интересны и комфортны ребенку, который занимается со своими родителями, поскольку на результат, на его качество влияет эмоциональное состояние обоих сторон. Приведу пример. Например, ребенок хочет играть и тянет родителей, маму и папу в комнату, а родители только пришли с работы, они совершенно уставшие и опустошены. Очевидно, в такой ситуации игры, а тем более занятий, не получится. Поэтому есть способы создать условия для всех участников, при которых время занятий и их продуктивность будет увеличиваться. Вот и сегодня мы и поговорим об этом. От чего зависит время выполнения заданий? На каждое занятие необходимо составить план. Можно самостоятельно, но лучше при поддержке специалистов. План включает в себя перечень заданий, их очередность, так как иногда необходимо чередовать легкое задание и сложное, а заканчивать занятие предпочтительно легким и приятным для ребенка заданием. Перечень методических материалов, как профессиональных, так и домашних самоделок, планируемый хронометраж, систему фиксации изменений и успехов ребенка. Поскольку важно подмечать даже маленькие успехи ребенка в выполнении заданий, особенно те, что являлись для вас неожиданностью.
поскольку они могут дать материал для серьезной корректировки занятий в дальнейшем. Для фиксации изменений можно завести отдельный дневник, в котором сразу после занятия вы будете записывать интересные и неожиданные результаты. Может быть, это могут быть новые слова, новые действия, новые освоенные навыки, а может быть даже неожиданные поступки. Каждый вопрос на занятии, поставленный ребенку, предполагает, что необходимо подобрать правильный ответ, исходя уже из имеющегося у него опыта. Умение строить логические цепочки. А если вопрос слишком сложный для ребенка, то на поиск ответа может уйти много времени, больше, чем запланировано. Чтобы выполнение одного задания длилось не больше, чем это предполагается по плану, необходимо его понятно объяснить и довести до ребенка в той форме, которая будет для него наиболее понятной, интересной. Важно, чтобы ребенок хотел заниматься и прикладывал к этому усилия. Можно использовать наводящие вопросы. Это позволит за небольшой промежуток времени переключиться с одной темы на другую. Развивающие занятия с детьми следует начинать с общения, чтобы установить контакт, и затраченное на это время пойдет на пользу, так как ребенок будет себя чувствовать комфортно и старательнее выполнять все задания. Лучше преодолеть все сложности с общением в самом начале, чтобы не сталкиваться с ним постоянно. Это позволит сэкономить время и успеть сделать больше. Начинать занятия следует сразу, не оттягивать время. Начать можно с приветствия или с нескольких вопросов, которые помогут установить контакт. После этого нужно перейти непосредственно к самому занятию, которое должно быть четко структурировано. И на каждую форму упражнений следует выделить фиксированный промежуток времени. Также очень важно удерживать внимание ребенка на протяжении всего занятия. В младшем дошкольном возрасте оптимальная длительность занятия составляет 15-20 минут, а в более старшем возрасте 35-40 минут. Но для занятий с особенными детьми длительность устанавливается индивидуально, исходя из возможностей ребенка. Например, одни родители занимаются с ребенком по 5-10 минут в течение несколько раз в течение дня. Ребенок не успевает утомиться и спокойно, заинтересованно участвует в таких занятиях. Еще важный компонент – это эмоции. На протяжении всего занятия ребенок может испытывать разные эмоции. В начале занятия малыш находится в определенном эмоциональном состоянии, которое зависит от многих факторов. На это влияет настроение ребенка, его самочувствие, отношение к занятию, которое предстоит в ближайшее время. Поэтому необходимо настроить ребенка на продуктивную работу, вызвав положительные эмоции. Радость и удовольствие для эффективного взаимодействия с ребенком очень важно. Когда малыш испытывает радость, то все, что происходит вокруг него, воспринимается позитивом. Ему захочется делать задания и упражнения, он будет стараться и совершенствовать свои умения. Кроме того, он будет получать процесс удовольствия от самого занятия. А само по себе наличие радости является хорошим фундаментом для развития внимания. Детям, которые испытывают только хорошие эмоции, не придется по нескольку раз объяснять одно и то же. Они быстрее воспринимают информацию. Возможно также работа без эмоций, в нейтральном тоне, когда на занятиях все происходит как обычно. При этом задания могут быть не монотонными, а разнообразными. Хорошо ли это? Такая форма работы тоже имеет место быть, но у нее один существенный недостаток. Такая работа без эмоций является скучной. От нее сложно получать удовольствие, а концентрация внимания рано или поздно будет потеряна. Бывает так, что на занятии дети могут проявить и отрицательные эмоции. Хорошо или плохо это? Утверждение о том, что только положительные эмоции могут способствовать продуктивной работе, является ошибочным, так как в зависимости от ситуации возможен другой вариант. Ребенок может испытывать чувство стыда
за то, что он не оправдывает ожидания своих родителей, что он может не показать свои успехи или свои умения, и что над этим нужно упорно работать. Также может быть чувство страха у ребенка, что у него ничего не получится. Это происходит в том случае, когда он уже осознает свою проблему и осознанно с ней хочет бороться. Чаще всего это старший дошкольный возраст. В дошкольном возрасте и в младшем школьном возрасте могут появиться комплексы, которые способствуют окружению ребенка, а особенно его ровесники, которые могут делать акцент на этом, что у него ничего не получается. Однако использовать отрицательные эмоции нужно с большой осторожностью. Они уместны далеко не во всех ситуациях, так как из-за собственных страхов ребенок может закрываться и бояться делать вообще попытки произнести те или иные звуки или действия. Конечно, если ребенок на занятии плачет или кричит во время выполнения заданий, это означает, что либо задача для него слишком сложная, либо уже неинтересно, и ему просто надоело делать одно и то же. А может быть, он уже устал от выполнения заданий в целом. Наступило утомление, и нужен перерыв или смена деятельности. Ну а если уж ребенок испытывает положительные эмоции, занятие становится интересным для него, и оно его привлекает. В таком случае увеличивается вероятность того, что ребенок будет сконцентрирован на поставленных перед ним задачах от начала и до конца. Как же организовать занятия дома? Поделюсь с вами 5 хитростями. Занятия со специалистом недостаточно для получения быстрого эффекта. И нужно ездить каждый день, заниматься, и не у всех есть такая возможность. Поэтому родители чаще всего повторяют и проводят развивающие занятия с детьми сами. Обратная сторона этого процесса: ребенок не всегда слушается родителей так же хорошо, как специалиста. Могу вам посоветовать несколько простых приемов, которые позволят сделать дома развивающие занятия интересными и веселыми. Первое – это меняйте среду. Если ребенок не хочет заниматься, можно попробовать перенести занятия в другую форму, в другом месте. Можно заниматься за столом. Если вы занимались за столом, то можно перейти на пол. А если занимались на полу, то можно попробовать выйти во двор на скамейку. Можно менять субъект занятий. Вместо прочувствования можно попробовать водить тонкой палочкой на манке или шарахать узор на тесте для легких. Считали пластиковые палочки, начните считать есть орехи или кусочки фруктов. Добавляйте новые элементы в привычные игры. Придумывайте сами, фантазируйте. Например, нужно ли для развития артикуляции дуть в трубочку в кружку с мыльной водой и надувать пузыри. А иногда и это даже становится скучно. А если немного поэкспериментировать, то можно подкрасить воду, можно из пены сделать замок, можно посоревноваться, выдувать и складывать пену вдвоем. Кто быстрее сделает большую ложку. Комбинируйте. Если нужно развивать навык повторения слов или звуков, запоминания чисел, добавьте и в это немного игры. Можно строить дом на каждое слово, число по очереди ставить кубик в стену или строить башню, у кого выше и у кого она не упала. Также изучайте любимых. Нужно научиться читать, учитесь читать имена любимых героев или названия мультфильмов. Комиксы с любимыми супергероями – высокий мотиватор для чтения у мальчиков. Одна мама распечатала названия мультиков и картинки с их героями на листе бумаги. Получилось цветное мультяшное меню. И теперь малыш сам печатает с листа мультяшное меню. Название мультиков в поисковике, если хочет посмотреть его в сети интернет. А попутно запоминает буквы. Главное в домашних условиях главное в домашних занятиях это получать удовольствие. Надо строить формальные действия, упражнения без задач в игровую обертку. Снаружи все сладко, а внутри все скучно. Ребенок все равно не захочет делать то, что ему скучно.
как бы вы его не заставляли. И все равно будете делать, что весело, отвлекаться, играть, баловаться, как бы ему не запрещать. Так давайте направим его энергию в нужное и полезное нам русло. План развивающих занятий с детьми можно оформить в виде краткого недельного расписания и повесить его на холодильник, либо в коридоре, чтобы не забыть самому, либо рядом с местом занятий, либо с местом, где хранятся учебные материалы. Можно активнее привлекать в процессы занятий папу. Например, выбрать с ним из списка несколько игр, которые ему по душе. Сделать отдельный список игр для папы. Игра с папой сам по себе уже праздник. А если они станут хорошей семейной традицией, то и учебные задания в рамках традиции легче выполнять. Материал для развивающих занятий лучше хранить отдельно, в коробке или в ящике, чтобы в любой момент можно было легко все приготовить. Для папы можно сделать отдельный ящик или коробочку и положить их рядом с папиным списком игр. Можно в занятиях активно использовать современные устройства, телефон, планшеты и смартфон. Можно записывать видео вместе с ребенком, делать фотографии или научить его самого снимать ролики, а потом вместе смотреть их и делать акцент на тех моментах, которые получились лучше всего. Развитие ребенка в процессе не одного или нескольких дней, и даже не нескольких месяцев. Быстрых результатов ждать чаще всего не приходится. Надо настроиться на длительную и системную работу. Даже если вам кажется, что сам процесс остановился и нет продвижения вперед, просто радуйтесь времени, проведенному вместе с вашим ребенком. При регулярной и планомерной работе внутренние процессы все равно идут своим чередом. Чем вы можете точно быть уверены, что все ваши достижения останутся с вами, поскольку они результат длительных и серьезных усилий с вашей стороны. Это как подниматься в гору, даже если вы продвинулись лишь на 1 сантиметр вверх. Вы уже прошли этот сантиметр, и путь наверх стал чуть-чуть короче. Правильно организованные, регулярно развивающие занятия с детьми лучше. Большое спасибо, Ангелина Ивановна, за ваши очень ценные рекомендации. Спасибо. Уважаемые слушатели, не секрет для того, что игра является ведущим видом деятельности ребенка дошкольного возраста и занимает центральное место в его жизни. Игра – это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта. Вот казалось бы, что интересного может быть в привычном до мелочей доме. Однако при определенном энтузиазме можно превратить домашние игры в самые удивительные и желанные для вашего ребенка. Тем не менее, чтобы в игровой процесс проходил с комфортом для всех участников, необходимо придерживаться определенных педагогических рекомендаций. Играя с ребенком, находитесь с ним на одном уровне, глаза в глаза. Тем самым вы показываете, что играете на равных. Подберите для игры яркие, красивые игрушки. Их не должно быть слишком много, иначе детское внимание будет рассеиваться. Учитывайте размер игрушек. Слишком большие или слишком маленькие будут неудобны ребенку. Покупая новую игрушку, обязательно покажите, как в нее играть. Иначе от незнания процесса интерес к игре очень быстро утратится. Постепенно сокращайте свое участие в игре. Давайте ребенку возможность проявить свою собственную активность и озвучивать все ваши действия. Игра не должна проходить в тишине. Новые звуки, слова, жесты стимулируют ребенка к активной речи. Подберите правильное время для игры. Ребенок не должен хотеть есть или спать, быть и чем-то расстроенным. Лучше всего выделить специальное время в режиме дня ребенка именно для игр. Повторяйте игры. Ребенок может не сразу полюбить игру или запомнить ее, а когда игра уже хорошо усвоена, начинайте фантазировать. Можно поменять героев игры
или предметы, а можно поменять последовательно. Тем самым немного поднадоевшая игра, но станет интересной и в чем-то даже новой ребенку. Не сдерживайте двигательную активность ребенка. Создавайте в игре непринужденную обстановку, чтобы он мог попрыгать от восторга, покувыркаться, и поскакать на одной ножке, и вы присоединяетесь к нему. Предлагайте ребенку соответствующие его возрасту игроки и кружки. Предлагаю вашему вниманию, уважаемые слушатели, особый вид игры. Вы наверняка все о них знаете. Это сенсорные игры. Сенсорными мы условно называем игры, цель которых дать ребенку новые чувственные ощущения. Ощущения могут быть самыми разнообразными. Зрительными. Например, ребенок видит яркие цвета, их перетекание друг друга, смешивание. Слуховые. Ребенок слышит разнообразные звуки, от шуршания опавших листьев до звучания музыкальных инструментов, учится их различать. Тактильные. Это то, что ребенок ощущает непосредственно прикосновением, ощупыванием. Это разные по форме материалы, от мягкого махрового полотенца до прохладной гладкой поверхности стекла. И разные по величине и форме предметы. Большой мяч и крохотные бусинки. Также их ощущения могут быть двигательными. Это ощущение от движения тела в пространстве и ритма движений. Ходьба, бега, танцы. Обонятельные, извините. Ребенок вдыхает и учится различать разнообразные запахи окружающего мира. От аромата котлетки и маминых духов до запаха деревянного забора и столетия крови. Вкусовые. Ребенок пробует и учится различать на вкус разные продукты питания и блюда. Маленький ребенок, начиная открывать мир, впитывает в себя потоки сенсорной информации. Он разглядывает яркие предметы и игрушки, ощупывает и тянет их в рот, гремит железными крышками и шуршит полиэтиленовыми пакетиками. Ему все интересно, и каждая мелочь имеет значение. Цель проведения с ребенком специально организованных сенсорных игр – это создание эмоционально положительного настроя. Механизм проведения игры следующий. Привлеченный новыми ощущениями, ребенок соглашается на участие в игре, а полученное удовольствие связывается у него с образом взрослого. Уважаемые участники вебинара, к сожалению, из ограниченного количества времени мы не можем рассказать вам о всем многообразии сенсорных игр и предлагаем вашему вниманию лишь их небольшую, самую, так сказать, популярную часть. Игры краски. Например, игра «Кукольный обед». Накройте на стол, расставьте стаканы, усадите кукол и мишек и угостите их разными напитками. В игре красная вода превращается в томатный сок, белая в молоко, оранжевая в фанту, а коричневая в чай или кофе. Можно затеять игру в ресторан или кафе, учитывая опыт и возраст ребенка. Игра может стать поводом поупражняться в счете. Посчитайте стаканы с напитками, чтобы они соответствовали количеству гостей. Используя стаканчики разного размера, можно знакомить ребенка с понятием величины. Игры с водой. Возня с водой. Переливание и брызгание особо любимы детьми. Такие игры можно затевать не только купаясь, но и при любой возможности. Сунуть пальцы в бьющую струю фонтана и посмотреть, что получится. Заглянуть в лужу на асфальте и попробовать разглядеть в ней свое отражение, облака, ветки. Бросать камушки в пруд и наблюдать, как расходятся круги по воде. Игры с водой имеют и терапевтический эффект. Сама фактура воды оказывает приятно успокаивающее воздействие, дает эмоциональную разрядку. Бассейн. Напомните, как с водой. Организуйте игру в бассейн, где учатся плавать любимые игрушки.
Проведение такой игры рекомендуется, если ребенок уже посещал бассейн, и у него есть реальное представление о нем. Сопровождайте ход игры словесным комментарием. Вот наши куколки пошли в бассейн. Какой большой бассейн! В бассейне учатся плавать. Вот так, поплыли. Игры с мыльными пузырями. Детям нравится наблюдать за окружением мыльных пузырей. С криками восторга они носятся по комнате, пока не поймают все до одного, и тут же просят повторения. Но сами выпивать пузыри очень часто отказываются. Это требует сноровки и определенного уровня развития дыхания. Мы предлагаем предварительно подготовить ребенка к игре с мыльными пузырями. Для этого нужно научить его сильно дуть, направлять струю воздуха в нужном направлении. Предлагаем такие игры. Снег пошел. Дуйте на кусочек ватки в воздухе, чтобы она не упала. Плыви корабль. Дуть на маленький легкий кораблик на воде, например, во время купания. Вертушка. Дуй на игрушку-вертушку. Мыльные пузыри. И чтобы вызвать у ребенка интерес к самостоятельному выдуванию пузырей, предложите ему, помимо рамки из купленного пузырька, разнообразные трубочки. Для этого возьмите, предварительно обговорив с ребенком, коктейльные трубочки, например. Игры со светом и тенями. Тени на стене. Когда стемнеет, включите настольную лампу и направьте свет на стену. При помощи кисти рук вы получите на стене тень лающей собаки, летящей птицы и так далее. Можно использовать разные предметы и игрушки. И чтобы ребенок не испугался, попробуйте осторожно и в первый раз проводите такую игру не в детской комнате. В случае испуга страх ребенка может прочно связаться в его сознании с местом, где ребенок испугался. Попробуйте для начала в коридоре, а лучше на улице, если фонаря. Игры с льдом. Ледяные фигуры. Замораживайте воду не только в специальных формочках. Используйте также пластиковые стаканчики, формочки из-под конфет, чтобы получить куски льда разной формы и размеров. Используйте их как конструктор. Выкладывайте узоры, лучше на однородном цветном фоне. Сложите из льда ледяную пирамидку и ледовик. Игры с кругом. Есть такая игра. Прячем ручки. Насыпьте гречневую крупу в глубоком месте. Опустите в нее руки и пошевелите пальчиками, чтобы ощутить структуру крупы. Выражая удовольствие улыбкой и словами, предложите ребенку присоединиться. Где мои ручки? Спрятались. Давай и твои ручки спрячем. Пошевели пальчиками. Ой, как приятно. А теперь по 3 ладошки друг от друга. Немножко колется, да? Прячьте мелкие игрушки, зарывая их в крупу, а затем ищите. В играх можно использовать и другие крупы. Игра «Разложи по тарелочкам». Перемешайте в мисочке немного фасоли и гороха. Затем попросите ребенка разделить горох и фасоль и разложить по отдельным тарелочкам. Смотри, горошинки и фасолинки перемешались. Давай разложим горошинки на эту тарелочку, а фасоль на эту. Также существуют игры с пластичными материалами. Это может быть пластилин, тесто, глина. Выбирайте экологически чистый, не ароматизированный пластилин естественных цветов, достаточно мягкий, но не виснущий к рукам. Игра пластилиновые картинки. При создании пластилиновых картинок используйте методы надавливания и размазывания. Таким простым способом можно быстро сделать самые разнообразные картины из пластилина. Размажьте по картону зеленый пластилин, это краска. Отщипните от брюшка красного пластилина небольшие кусочки и прилепите их. Получилась полянка с ягодами. Игры со звуком. Игра «Послушаем звуки».
Окружающий мир наполняют разнообразные звуки. Обращайте на них внимание ребенка. Прислушивайтесь вместе с ним к скрипу двери, стуку ложечки от стенки чашки, когда размешиваете чай, звону бокала, скрипу тормозов, стуку колес поезда и так далее. Игра «Постучи, поближе». Извлекайте разнообразные звуки из предметов. Постучите деревянными или металлическими ложками друг от друга. Проведите палочку по батарее. Постучите костяшками пальцев по стеклу. Звуки природы. Оказавшись на природе, вместе с ребенком прислушайтесь внимательно к звукам вокруг. Шелесту травы, жужжанию мухи, журчанию ручейка. Звуки природы сами по себе несут успокоение и гармонию. А сейчас, уважаемые слушатели, я предлагаю вашему вниманию рекомендации учителя-логопеда нашего учреждения Тихоновой Татьяны Григорьевны. Татьяна Григорьевна, доброе утро. Доброе утро. Я приветствую всех участников сегодняшнего вебинара и хочу поделиться с вами тем, что довольно часто родители не задумываются о вопросах развития речи, потому что думают, что в этом нет необходимости. И обращают внимание только тогда, когда есть очевидные дефекты, например, ребенок не говорит. Однако очень много проблем можно избежать, даже формировать грамотную правильную речь ребенка, если начать уделять внимание этому как можно раньше. Вы согласны с мнением, что речь передается по наследству? Нет, речь по наследству не передается. Ребенок перенимает опыт речевого общения от окружающих. А владение речью находится в прямой зависимости от окружающей речевой среды. И в этой среде нам, взрослым, необходимо создавать специальные условия для развития речи детей. Родителям, педагогам и специалистам, работающим с детьми, необходимо помнить вот о чем. Любой ребенок, какой бы трудным и проблемным он нам ни казался, имеет перспективу развития. Необходимо взаимодействовать с ребенком, а не воздействовать на него. Дети имеют право на ошибку, ведь мы с вами тоже ошибаемся. Какие же условия? Первое и главное, чтобы постоянно разговаривать с ребенком. Общение в семье должно создаваться таким образом, чтобы ребенок хотел с вами общаться, чтобы ему было приятно, чтобы он испытывал удовольствие. Что бы вы ни делали, все ваши совместные действия с малышом должны сопровождаться обсуждением происходящего. Вы работаете с коммуникатором. Разговор с ребенком должен быть неторопливым, яркой интонацией и четким произношением звука. Необходимо называть точными словами не только предмет, например, это медведь, а еще и признаки этого предмета, например, медвежонок огромный, белый или коричневый, а также его качество мягкий, плюшевый или из искусственного века. Его свойства густая коричневая шерстка будет соблюдена, а также черты характера умный и добрый. Таким образом, вы создаете питательную среду для развития речи. Расширяя круг представления ребенка об окружающих предметах и явлениях, знакомя их с художественными произведениями, обсуждая различные бытовые темы, доступные для понимания ребенка, родители будут не только расширять кругозор, но и способствовать быстрейшему овладению правильной речью. Формирование разговорной речи происходит прежде всего в бытовом общении. Полезно сравнивать предметы. Например, собирая покупку, обратите внимание малыша на размер пуговиц. На моей куртке большие пуговицы, а на твоей маленькие. А на улице сравнивайте, например, дома. Это дом высокий, да? Дорога широкая, а трасса. Перед прогулкой предложите ребенку проверить, кто из вас внимательный. Будем называть звуки, мимо которых мы будем проходить. А еще обязательно укажем, какие же. Вот почтовый ящик, он синий. А я заметил кошку, говорит ребенок, она пушистая. Ребенок и взрослый могут помочь ей брать объект. После возвращения малыша с прогулки полезно побеседовать с ним. Кого ты видел на улице? А с кем ты играл? А какие игрушки были у Миши? А у Тани? А что ты не делал с ним? Задавая ребенку таким образом вопросы, он непременно на них будет отвечать. Очень полезно описывать той игрушки, которую видел у своего товарища. Например, а какого она цвета? Из какого материала сделана? Как играть с этой игрушкой? А в какой мультфильме ты видел эту игрушку? Всем известно, как тесно связаны речь и мышление.
Развивая речь ребенка, мы влияем на мышление и наоборот. Полезно объяснять ребенку причинно-следственные связи и мотивацию тех или иных действий. Например, моем руки, будем гулять. Надеваем куртку, будем гулять. Заиграла музыка, потанцуем. И подчеркивайте обязательно результативно. Мы помыли руки, и они стали красивыми, чистыми. Ребенок оделся, и ему стало тепло. Довольно часто возникают ситуации, о которых уже рассказывала педагог психолог Елена Ивановна и Наталья Витальевна. Допустим, вы пришли с работы, у вас в данный момент нет времени, ну не минуточки. Вы заняты приготовлением ужина, а ваш малыш крутится около вас и просит вас поиграть. Что же делать, что же делать? Не отмахивайтесь от него. Не говорите, что вам некогда или 50%. Лучше всего дать ему игровое задание. Задание, например, помоги маме. Скажите ему перебрать горох, фасоль, все так, как говорил Наталья Витальевна. В вашей эпохе будет очень интересно заниматься важным делом. Очень большое удовольствие ребенок получает от такой игры. Например, он завязывает глаза маме, папе или любого другого члена семьи и вводит члена семьи в другую комнату. Не называя, какая это комната, он перечисляет то, что там есть. Очень важным специальным условием для развития речи является игра. Это очень важное условие. Играйте с детьми, и от этого ваша семья будет крепче и дружнее. Совместная игра помогает лучше понять друг друга, найти точки соприкосновения. Играя с ребенком, наблюдая за ним в игре, вы сможете лучше разобраться в особенностях характера вашего малыша. Предлагаю посмотреть часть видеоконсультаций для родителей двуязычных. Увидите игру, направленную на согласование существительных мужского и женского рода с прилагательными. Хочу предложить вам игру, которая научит вашего ребенка согласовывать прилагательные существительные. Давайте поиграем. У каждого дома много-много игрушек. Для игры «Жадина» надо будет выбрать только те игрушки, про которые можно сказать «мой» или «моя». Например, пирамидка чья? Моя. Поставлю ее сюда. Дом. Чей? Мой дом. Поставлю ее сюда. А теперь заглянем под косыночку. Ух ты! Сколько игрушек! Дракон. Чей? Мой. Куда? Ну, конечно, сюда. Мой дракон. Вертушка. Чья? Моя. Сюда кладу. Стакан. Чей? Мой стакан. Поставлю сюда. Чашка. Чья? Моя чашка. Ставлю ее. Шкатулка. Какая красивая. Чья? Ну, конечно, моя. Ставлю ее сюда. Немного усложним игру. Сейчас ребенок сам выбирает себе понравившуюся игрушку и говорит «мой» или «моя». Теперь он у нас будет жать. Очень полезные игры для обогащения словарного запаса малыша. Предложите всегда сказать словечко. Вы начинаете фразу, а ребенок ее заканчивает. Например, ворона каркает, а воробей чирикает. Сова летит, а заяц бегает, прыгает. У коровы теленок, а у лошади жеребенок. Приведу примеры из моей практики. В первом классе всегда провожу обследование речевого развития детей, поступивших в первый класс. И для исследования словаря и навыков образования всегда предлагаю следующую игру. У кошки котята. Знаешь об этом? Да. А у козы, ребенок отвечает уверенно, козлята. У волка волчата, у утки утята, у льва львята, а у собаки очень быстро отвечает собачата. И никто из первоклассников еще не ответил на этот вопрос, а кто же родился у овцы. Действительно, кто же родился у овцы? Не гнева. Отличным примером обогащения словаря является подбор автонимов. Можно играть с ключом. Для начала объясните малышу, что правило таковы. Я называю слово и бросаю мяч ребенку, а он называет слово с противоположным значением и бросает мяч, возвращает его назад. Допустим, я бросаю мяч ребенку и говорю «большой». Он говорит «маленький» и возвращает мяч. «Добрый», а ребенок отвечает «злой». Моя практика показывает, что дошкольники, даже учащиеся младших классов,
очень редко точно подбирают слова антонимы. Например, высокий, они, как правило, водяного говорят, маленький. Да? Возможно, варианты для этого, если обратите внимание. Или не слабый, и так далее. Надел, снял. То есть в этом мы неправильно говорим. То есть существительные не прилагательные, не наречия, не глаголы. Тоже пример из практики. Еще ни один ребенок не отвечал на вопрос, скажи наоборот, этот человек больной, а наоборот, как правило, отвечать не больной. Да, здоровье. Что было потом? Прекрасным способом развития связанной речи является совместный просмотр мультфильма. Начните смотреть его вместе. И на серединке у вас срочная работа найдется, и вам надо будет видеть этому срочному делу. А по окончании мультика попросите ребенка пересказать, а чем же это закончилось? Или еще я писатель. Придумать небольшой рассказ из предложенных 3-4 слов. Если ребенку пока трудно воспринимать слова на слух, можно предложить картину. Например, кошка, девочка и молоко. Какое-то предложение можно принять, например. Девочка налила кошке молока. Для того, чтобы игры были разнообразными, читайте детям много хороших книг. Эти книги помогут узнать, что такое добро и зло, что такое зависть, что такое доброта, честь, совесть. После чтения победителя с ребенком прочитанным. И если ему понравилось, если он скажет, что ему понравилось, и как бы он поступил, если бы оказался на месте данного героя, и что ему больше всего запомнилось. Ваша помощь ребенку в развитии речи имеет важнейшее значение. Положительно влияет на успеваемость школы и позволяет избежать комплекса и благополучной жизни. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Татьяна Григорьевна, за ваши поистине бесценные советы. Уважаемые коллеги, по любому интересующему вас вопросу наши специалисты проведут для вас консультацию. Записаться на консультацию можно по телефону или по электронной почте, адреса которых вы видите на экране. Уважаемые родители и коллеги, наша встреча подошла к концу. Нам очень хочется надеяться, что мы помогли вам найти ответы на вопрос о том, как же создать условия для игр и занятий детей дошкольного возраста в домашних условиях. Мы желаем вам и вашим семьям здоровья. Берегите себя и до новых встреч!